достаточно такой тяжелый чемпионат, были и травмы, и были какие-то недопонимания, но мы через это все прошли и выдержали, и, собственно говоря, вернулись с золотыми медалями. В эту нашу поездку в нас никто не верил, потому что были очень большие сложности с обменом валюты, невозможно было купить, потом пошли большие проблемы с покупкой билетов, то есть тоже невозможно было. Потом нужно было депозиты перевести за границу за то, чтобы забронировать отель, соответственно, без отеля нам не давали визы. То есть было очень много всяких таких затыков, которые очень тяжело было преодолеть. В Сыктывкаре не пропагандировали, не рекламировали этот турнир, мы боялись каких-то провокаций именно в самой Болгарии. Болгария мне очень понравилась, такое старинное, такое типа СССР. Народ очень добрый, очень отзывчивый, и прям они не понимают вообще, что происходит в политике. Очень много памятников русским воинам, очень много памятников советским воинам, храмы, церкви. Все понятно, все разговаривают почти по-русски. Я думаю, что мы, в принципе, достаточно хорошо выступили. Конкуренция была серьезная. В основном, это бывший соцлагерь. То есть это Казахстан, Норвегия там немножко, где-то американцы. Но, в принципе, мы выступили очень сильно. Вообще это было полная неожиданность для нас, потому что это было торжественное открытие, и еще никого не награждали. Прошло буквально 2 категории, то есть и перед нами награждались за формальные комплексы, российских спортсменов там не было. И вот я был, собственно говоря, второй, и когда прозвучал гимн и флаг, это было очень неожиданно. Вообще это моя была мечта с далекого-далекого детства, когда были черно-белые телевизоры. Мы с родителями смотрели хоккей, когда еще выступал Жлуктов, Касатонов, Харламов. И когда наши спортсмены, хоккеисты поднимались на пьедестал почета, мне всегда хотелось, думаю, вот гимн, флаг и все такое. Я стою и буду каким-то чемпионом, и мечты сбываются, и несмотря на то, что мне уже за 50, мечты сбываются даже в таком возрасте. Думаю, что пора остановиться, потому что все-таки здоровье, коленки, суставы и так далее. Но самое главное держать себя в форме, потому что инструкторская практика, она никогда не останавливается. То есть мы должны передавать знания, своим примером показывать, как необходимо работать. Дальше мы будем готовиться. На сегодняшний момент есть информация о том, что Кубок мира будет в Южной Корее в следующем году, и планируют провести чемпионат мира в Казахстане.